Привет, ребята! Сегодня у нас открылся Вау, автосалон. мы пришли гораздо быстрее, чем я пришел гораздо рассчитал. быстрее. Нет, Пришел в спасибо, что автосалон Тракси. используете 2GIS. Вот он. Пойдем глянем, что там находится. Вход вот здесь. Я еще здесь не был. Сейчас посмотрим. Так, находимся внутри салона. Сейчас верну. Заходим сразу. Машины у нас тут. Прадики. Ну пойдем, показывай, где там что. Еще выше, да? Так, первый уровень. У нас тут кружаки, прадики всякие. Чистенько здесь. Что там у нас дальше? Одни Тойоты. Wildfire, Альфарды. А, вот еще есть тачка у нас модная какая. Ага. Так, на третьем уровне у нас китаец один. Lexus. Год какой? 8-й год. По-моему, я его когда-то подбирал. Этот Lexus. Если мне склероз не изменяет. Что-то похоже на то. Но это не точно. Так, левый руль Кашкай. Субарик стоит. Крета. Так, 4-й уровень у нас. Раум. Кому интересно, сейчас 700 рублей почти что. 7-й год. Пробег 238. Пипеточка. Так. Жук. Дизель. Год 19, да? 15. Да, 15 год, 2 рубля стоит. А кто любит Audi и европейские автомобили? 1 527. 11 год. Вариатор 1.8. Правый руль. Уровень номер 5. Hyundai 2490. 20 год, 31 500. 2 литра. Виш. 2 виша стоит. Так. Вот сегодня спрашивали, интересовались насчет ИСИС. 1 350, 170 тысяч. 16 год. Пробег. Что у нас? Ой, руль простой. Так, простой салон. Так, это уже уровень, я не помню, 6-й. 6-й уровень. Есть Нивы. Так, и Honda есть. 19 год, наверное. 18. Цена 2200. Вариатор. Так, дальше. Далее. Алион. Премка стоит. Какой год? 10-й. 8-й. 8-й год, 1 300 000. Так, а можно это сейчас? Nissan Skyline, 37-й кузов. Двигатель 2 литра. Автомат. Колеса у нас тут стоят 225, 55, 17. Зима. Ну, это эксклюзивная машина. Премиум класс. Насчет комплектации жирных я не знаю, какие там. Говорят, что-то еще и жирнее. Тут полностью кожа идет. 2 колонки на каждой двери. Руль, сиденье управляется полностью вверх-вниз. Спинки. Так, здесь у нас волосатый бардачок. 2 монитора. Управление климатом. Язык, говорят, можно английский поставить. Так, управление шайбочка. И выбор режимов езды. Так, бардачок у нас. Что-то там лежит.
Далее. Сзади тоже тут колонка. Кожа. Такая, по ощущениям, хорошая кожа. Тут не зашарпано ничего. Значит, машина стояла на продаже у одного знакомого товарища. Никто не брал. И вот все резиночки целые, потолок, все. Вот. Багажник. Ну, я не буду там. Здесь, значит, аккумулятор вот с этой стороны стоит. И со стороны двигателя тоже аккумулятор. Два аккумулятора. Комплектация 200 GTT. Сонары. На чем-то на Mark X похоже. Есть что-то такое. Так, вот. Бензобак открывается вот таким способом. Тапочки. 17-е. Откидывается заднее сиденье у нас. Так. Я сейчас не буду показывать, не знаю как. Так, вот тут у нас барчик. Открывается, какие-то длинномеры можно будет сюда класть. Подстаканнички. Так. И, соответственно, кресло еще вот сюда можно складывать. В принципе, тут тоже комбинированная вставка. Это тряпочка. Здесь кожа. И так, сюда можно какие-то документы класть. Ну, все, машину я осмотрел по толщиномеру, по компьютеру ошибок не показывает. Никаких. Управление. Так. Зеркало. И все стекла автоматические. Вот. Управление креслом. Номер кузова сходится. По компьютеру все проверил. И регулировка руля здесь механическая. Рычажком. Пробег 91 тысяча километров. Правильный расход. Правильный километраж. В аукционник все есть. 4,5 балла. Подведя итоги, что можно сказать про этот автомобиль? Ну, мне, в принципе, понравился. Давно я таких машин не видел. По отзывам все говорят, что автомобиль беспроблемный. Ну, у каждого автомобиля, конечно, свои какие-то нюансы есть. Надо обслуживать, менять масла, фильтра, соответственно, каждую машину так нужно делать. Ну, надеюсь, если они люди приобретут, купят, будут обслуживать, посмотрим, может в дальнейшем сниму обзор